Добрый день, уважаемые эксперты. Разрешите представиться? Меня зовут Пован Арьяна, я ученица 11 класса Алтанской средней общеобразовательной школы. Сегодня мы хотим вам представить исследовательскую работу по теме псевдонимов. Актуальность. Люди, увлекающиеся литературой, взяв в руки очередную книгу, посмотрев на имя автора, зачастую не догадываются о том, что скрывается за этими именами. Настоящая фамилия или псевдоним. Нам некогда думать об этой, казалось бы, мелочи. Нам интересно содержание. Мы считаем, что писатели, политики, артисты, просто известные люди– это герои нашего времени, так как они вносят свой вклад в развитие культуры, науки нашей страны. И мы должны знать своих героев, а значит, и их настоящие имена. Цель нашей работы– исследование причин появления и происхождения псевдонимов, и их классификация. Исходя из цели были представлены следующие задачи. Во-первых, выявить причину появления псевдонимов. Во-вторых, изучить способ образования псевдонимов. В-третьих, классифицировать их по определенным группам. Объектом исследования является наука атрибуции, эвристика. Предметом исследования– псевдонимы известных людей, классика. Средства– сбор теоретического материала, изучение материала, анкетирование учащихся, классификация псевдонимов, общий анализ, то есть составление вывода. Гипотеза. Псевдонимы обычно выбирают люди, которые популярны. Основной причиной появления псевдонимов являются звучные фамилии или несоответствие имиджу. Чтобы опровергнуть или подтвердить данную гипотезу, было проведено анкетирование среди учащихся МБО Алтанской средней общеобразовательной школы на тему, что такое псевдонимы. В процессе анкетирования мною было опрошено 30 человек. Были получены следующие результаты, которые мы видим на слайде. А также мы провели социологический опрос. В процессе анкетирования мною было опрошено 30 человек. Проведена диаграмма, отображающая ответы людей на вопросы. Таким образом, возвращаясь к поставленным задачам, я пришла к следующим выводам. Во-первых, основные причины появления псевдонимов – незвучная фамилия или несоответствие имиджу. Способ образования псевдонимов разнообразен. Существует классификация, которая насчитывает 57 видов. Наиболее часто используются следующие группы. В русской литературе аноним, теплоним и метоним, в якутской литературе геоним или тропоним, изоним и проксоним. А также были опрошены 11 артистов театра якутской эстрады. Из них многие ответили, что псевдоним нужен для каждого исполнителя, чтобы выделяться. При работе над псевдонимами зарубежных писателей мы разделили их на 10 классификаций, из которых мы выделили 3. Во-первых, псевдоним давали по роду занятий родителей писателя. Во-вторых, псевдонимом писателя становятся названия населенных пунктов, сел, городов и так далее, которые также помогают избежать негативных социальных последствий. Третье. Новые сочетания уже известных имен и фамилий. Также думаю, что наша работа может быть продолжена. Думаю, что наша работа привлечет внимание многих людей, ведь опираясь на результаты социологического опроса, можно сделать вывод о том, что большинство опрошенных хотели бы присвоить себе псевдоним. Исходя из собранного материала, можно сделать вывод о перспективности дальнейшей работы.